Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня поговорить об очень важном для каждого гражданина Абхазии и не только. Обратиться к соответствующим структурам, экскурсоводам, администрациям отелей, трансферам о том, что очень важно объяснять нашим гостям, как себя вести у нас дома. Гостям у нас дома. Очень часто за последние 2 недели в соцсетях гуляют ролики про то, как туристы голышом загорают на наших пляжах. И я даже не осуждаю тех, кто это снимает и выкладывает, если у них единственная цель привлечь общественность к этой проблеме, а не просто посмеяться и прокомментировать что-то. Сегодня я сама стала свидетелем истории, когда девушка лет 45 сняла верхнюю часть одежды и легла загорать. Я подошла долго, не думая, не стала это снимать. Очень культурно, но достаточно прямо и безапелляционно сообщила ей, что девушка, пожалуйста, прикройтесь, у нас в Абхазии нет пляжей, где можно загорать голышом. Здесь дети. И вы знаете, ни слова не сказав, она оделась. И я убеждена, что если с людьми разговаривать адекватно, ни со скандалами, ни с наездами, люди достаточно адекватно реагируют. Конечно, будучи человеком взрослым, психологом, я прекрасно понимаю, что не каждый из нас в состоянии подойти и сделать замечание. Потому что многие достаточно избегают каких-то неловких и конфликтных ситуаций. И я также понимаю, что не каждый турист, даже если к нему очень культурно обратиться, может адекватно реагировать на такую просьбу. В соответствии с этим нужно создать какой-то свод правил, наладить систему регулирования подобных случаев, привлечь Министерство по туризму, Министерство культуры, администрации городов и сел, для того, чтобы эта система была урегулирована и налажена. То есть создать правила поведения, установить таблички на пляжах, что у нас не купаются голышом, запрещено. И какие могут быть последствия, да, что там, допустим, штраф такой-то, такой-то. Наказание рублем понимает практически каждый. Обязать администрацию отелей, администрации частного сектора, да, владельцев частного сектора, администрации ресторанов, каких-то береговых кафешек вписывать в правила и сразу на въезде гостю объяснять, предупреждать, что вы знаете, вы идете на пляж, у нас голышом не загорают, имейте в виду, у нас голышом в ресторан не заходят, там еще что-то, да. И создать орган, который будет все это контролировать. Создали же туристическую милицию, которая на берегу в городе ходит и смотрит, чтобы никто ни у кого ничего не украл, возвращают украденные вещи и так далее. Соответственно, должна быть структура, которая будет взимать эти штрафы. Не нужно объяснять людям и навязывать наши культурные ценностные ориентиры. Вы должны понимать, что к нам будут приезжать гости из разных стран, с разными взглядами, ценностями, да, в конце концов, уровнем воспитания и разным менталитетом. И наша задача не навязывать другому взрослому человеку наши взгляды, но уж точно наша прямая обязанность, если мы хотим сохранить какой-то наш культурный код, сохранить какие-то наши традиции, обычаи, рассказать гостю, как ему можно и как нельзя вести себя у нас дома. Это прямая обязанность, потому что человек просто реально может не понимать и не знать, он может быть первый раз у нас в стране, он может реально просто не интересоваться на въезде, какие здесь правила. И это наша с вами ответственность уважительно, но достаточно четко донести, какие у нас правила, как у нас можно и как нельзя себя вести, какие бывают последствия для тех, кто все-таки выбирает не считаться с правилами поведения в нашем обществе. Не учите их, не стыдите их, не нападайте на них, а объясняйте. Но не все понимают эти объяснения. Также хочу обратиться к гидам, обратиться к трансферу. Когда вы приезжаете с туристами в горы,
Может, не все изучали биологию, может, не все понимают, что есть растения, которые занесены в Красную книгу. Их нельзя собирать там цветочки. Объяснять, что для нас горы – это как святыня, что у нас в озерах горных не купаются ни голышом, никак, не купаются. Но турист, он может не знать об этом. И да, он может достаточно остро отреагировать уже там, в горах, потому что, как он рассуждает, он заплатил, он приехал, и, может быть, у него в ожиданиях было, что он будет там купаться. И гид попадает в очень неловкую ситуацию, когда якобы он не оправдал ожидания, кто-то выбирает молчать, кто-то говорит, они заплатили. И вот это отношение, в первую очередь, то, что вы позволяете. Сообщите своему туристу на момент заключения сделки, какие правила поведения в горах, чтобы он был заранее осведомлен и понимал, на что он соглашается, что можно ходить, смотреть, но мусорить, оставлять там мусор и прочее, купаться в горных озерах нельзя. Это ответственность каждого гражданина, каждого гида, каждого владельца частного сектора и определенных структур. Если мы не будем просто снимать видео, выкладывать и смотрите, какой ужас, как им не стыдно и так далее, это не предмет для стыда. Это в первую очередь наш с вами стыд, когда мы не объясняем гостям, как себя можно вести у нас дома. Поэтому я бы хотела обратиться к каждому из вас, из нас, и к соответствующим структурам, чиновникам, наладить эту систему, администрации, пожалуйста, Министерство по туризму. Эта зона давно требует регулирования, не просто на словах. Мира добра, приезжайте к нам в солнечную Абхазию, но считайтесь с тем, как можно вести себя у нас дома. Ведите себя у себя дома так, как вы хотите, и мы с большим уважением будем относиться к вашим традициям, когда мы будем приезжать к вам в гости, но у нас есть определенные правила, и я хочу на каждого нашего гражданина заложить эту ответственность о том, что нужно сообщать, как себя вести, а не нападать со скандалами на туристов, которые могут просто не знать, как можно и как нельзя. Мира, добра всем, прекрасного отдыха, лета и любви.